Прывітанне, дарагія сябры, з вами Хайтак, Михась Жміцер. Мы ў студыі. Так, што, забыліся? Забыліся, што гэта за праграма? Гэта Хайтак. У гэтай праграме мы размаўляем пра вельмі сур'ёзныя рэчы, вельмі, можа, нават дзесьці страшныя рэчы, якія адбываюцца, і трошкі з іх кпім, каб было лягчэй успрымаць гэтую рэчаіснасць. Кпім і дэсакралізіруем рэжымы і грызем ногці. З задавальненнем. Ну і першае, што хочацца так машненька дэсакралізаваць, гэта ядзерку. Господи. Сумесная трэніроўка ядзерных сіл Беларусі і Расіюшкі! Дима, спокойно, что зараз подымется. Мара Лукашенковская, а ты что, не радовался бы так, если бы в лоно ядерное оружие вернулось там, где и было в 94-м, когда выезжала из Беларуси, вернулось благодаря управлению. Сашистам. Слухай, я не веду, что у тебя, дед у тебе что робил на вёску, коли стал уже трошки старейший. Дед бухал меня. Хтось кабачки садить, хтось на рыбалку рыбу ловил. А хтось, як это дяды, играются в свои эти самые ракеты, не садится. А у них, это ты когда рос, у тебя уже и Сега там была, и раскладушка была в сенсе телек. Какой телек? Велосипед, я маю на увазе. И пластилин. У них ничего не было. И Миша, доигрывают. А сейчас доигрывают. И хочется чего? Своего внутреннего детенка. Да. Я думаю, что который фрустрирует. Который фрустрирует, конечно. И они ж назирали у прямом эфире. Давай вместе смотреть будем за этим. Как проникает твоя ракета в мои леса. Заезжает на колесах. На МЗКТшных колесах заезжает. До речи, про МЗКТ. Вот они в 2020 году как выступили? Супер против Лукашенко. Все кричали, уходи. Там даже мальчик один его там послал на одно место. У них, они все... А теперь они делают для России свои шасси. Вот она ирония судьбы какая. Слухай, все ж таки, давай адвоюем, як могли назирать за гэтым пуском, выдавлено пуском Лукашенко с Путиным. Что там? Алло, там алло. На проводе? Картофельный лось этот опять звонит. Это я. Это помните меня? Я Саша. Да, помню. Саша. Александр Григорьевич, поздравляю. До пуска ракеты остались считанные минуты. Уверен, для вас это настоящая честь и гордость. Отдавать приказ на старт. Немножко страшновато, Владимир Владимирович. Может, все-таки не надо? Немножко мне страшно. Думаете, мне не страшно, Александр Григорьевич? Ничего не поделаешь, такая военно-политическая ситуация. Ну, конечно. Ситуация. Володя, понимаешь, ты вот, если что, в Китай поедешь, си схоронишься, а мне что делать, если Запад равнозначный ответ сделает, а? Саша, послушай, неужели ты думал, что мы действительно привезем вам настоящую ядерную ракету? Вы даже с мирным атомом обращаться не умеете. Вон ваша Островецкая или какая-то там АЭС постоянно на ремонте. Слушай, Володь, у меня, кстати, просьба. Если уж эта ракета не настоящая, можешь ее после учения не забирать. А то, знаешь, я тут переборщил на днях и Зеленскому встречу предложил. Не дай бог он согласится, а у меня ни козырь, ни аргументов, ничего не осталось. Как рассчитываться будете? Как обычно. Как обычно. Предоставим для пролета ваших дронов наше мирное небо над головой. Ладно. Главное, чтобы народ поверил, что ракеты настоящие. Над этим уже поработали мои лучшие пиротехники. Если даже взорвется, то бабахнет не хуже салюта на День независимости. Все, поехали. Ну, а як же выглядало это проникновение? Ну, як выглядало? Тихонько, незаметно заезжает огромный МЗКТшный Волод с фаллическим символом. Да. Я вот вообще ты думал, до речі, Михась, чему? Глянь, бачишь, какая жаба ползет. И там еще вот заряжающие всякие эти обслуга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти сапраўдна, ті не сапраўдна, не разберешься. А ты видишь, что это отработка незаметного перемещения у них же. Не С камерами. Я не ведаю. Мне больш за ўсё цікава, як за гэтым назіралі мясцовыя жыхары, нейкія грыбнікі ж. Которые не дочули, что их выгоняли из лесу. Да. Продукторы. Они такие, что-то там, ягоды сбирают,
О, ядерка подоспела. Шо себе? Бляха. Ни хрена себе. Какая штука большая. Мужики! Хлопцы, куда едете? Стрелять будете? Да. А на что везете? Понимаю, это лучше это ядерку водить, чем траву красить. Как говорится, я тоже такие. Да, траву красить, да, лучше ядерку. Да. Слушай, а можно дадите кусок ракеты? Мне плот треба подперчи и это. И прас ладно съесть. Так я поставил. Да не надо, ты что ты ставишь, оно еще хуже будет разваливаться твой плод. Что оно будет хуже разваливаться? И фоните, що буде, як завжди твой плод. Ай. О, глянь. Отвалилась, а? Шацка, мужики, у вас шацка творилась. Отвалилось колесо, он поздували. А им похрен, поехали. Дайте запаску, хоть детям эту, выниму камеру, хоть поплавають на озере. Ай. Не, конечно, это самая хорошая вещь. Хорошая вещь. Советское качество. Качество. Качество советское. Ну, мне все равно подається, що як би не рихтувалися, як би не тренувалися, не вчилися, все буде як завжди. Раз одно место. Раз одно, всем знакомое, Оно же. 30 лет сидящее место. Расползшееся, а теперь собравшееся. Азызлое. Не, ну не азызлое, оно аземпинковское. Так все равно он своїм аземпінським пальцем натисне і, напевно, буде ось так. Расчет к бою. Начальник штаба создать цель. Готов. Это мы наносим удар Искандером, да? Во, бачив, Мишка, как все отбывало? А как Ну, а то, кнопка. Это кнопка не та, которая там поют, кнопочки нажимают. Нравится, не нравится. Настоящая. Тут уже один раз нажал, тут уже все. Назад дороги нет. Ти в проєкті. Слухай, мені подається, що наші чиновники, я як таракани, вельми відчувають. Вони ж такі. Ну не зря у же них назвали вусики главного таракана такі. тараканом. Да, Ну да. так они кто? Тараканята. Таракан. Они же эти люди государевы. Государів, да. Я думаю, що вони перед гэтым запуском ракети докладно звінтили куди-небудь. Ось я бачу, Гайдукевич недзе в Таїланді прохлаждається. Є нейкі там Да, выбрал себе поездку в вдруг. В'єтнамі, да. Раптовно з'їхав. Всю жизнь мечтал, и тут такая это. І мені подобається, якое інтерв'ю коротенько дала Чемоданова. О, давай Давайте полезем. поглянем в это интервью. Но Напомню, самое так главное само- любить то, чем ты занимаешься. Ось. Если ты отдаешься всем Какой-то сердцем своему делу, не которое белорусский приносит пейзаж для тебя на фоне. колоссальное удовольствие. И самое главное, огромный есть обратная антибренд связь, с которую пальмами. я вижу Здесь практически бай. всегда. Поверьте, вырастают Сажать крылья. людей. О, Мне кажется, бежать хочется еще быстрее. бежать Но хочется. самое главное, наверное, Господи, это то, что ей происходит бежать у хочется. тебя Коли уже в твоем Чемоданова, мне сердце. подается, Вот этот вострить лыжи положительный для адреналин, того, как который ты испытываешь, все ж таки он действительно делает звалить. свое дело. Звалить Он под сохраняет пальмы. и молодость, и красоту, и самое главное, наверное, Ща. притягивает к себе Любимое положительную дело, энергию. сохраняет молодость, Людей, красоту, которые хочется хотят быть бежать. с тобой рядом, которые, во Все многом уже, беги, не хотят хочется тебе быть слушать. Все, похожим и давай на тебя. пока. Все, давай до свидания. Короче, она говорит о том, что если вы уже попали в МВД, в ментовскую структуру, любите свое дело. Сажайте людей, ездите на курорты, вот как я вот здесь. У вас будут брать интервью, будете всегда такие же молодыми, как и я. Вот. Базар, вокзал, Чемоданова, вокзал. Вот так. Чемоданного базар Базарова, вокзала. вокзал. Белорусские товары, яны ж вельмі якасныя. Але, Ты тоже в это веришь? да, конечно. Але у іх ёсць цёмны бок. Ось. Таемная символика на белорусских товарах. Это А вы что думаете? руны? Недавно выпрабавалі дзяржаўную праграму, якая шукае экстрэмізм у нейкіх вокладках, у інтэрнэце наогул. І яна знайшла нацыстскую сімволіку, дзе глядзі, глядзі, вось там. А я ведаю, вот тут. РМК где? Вот тут вот. Хутчэй за РМК, ўсё. што гэта? Рогачевский Можа мясокомбинат. неяк перавярнуць надо, Молочны. можа неяк адлюстраваць, я не ведаю. Ну вось тут праграма знайшла нацыстскую сімволіку. То бок у выявах Ціхановскай не знайшла, у БЧБ сцягах не знайшла, а в Рогачевскай знайшла. Можа гэта другой
сгушонки диверсія? А? А, этой глубокской? Глубокской. Ну, не знаю. А давай паглядзім іншыя нашы выявы. Вось ці не Академія падаецца табе управлення. вось гэтыя жоўтыя штучкі, бачыш іх, калі іх можна павялічыць было б Их можно супер. так, вот так расставить, и будет свастика туда. Да, але мне падаецца, што гэта вельмі падобна на трызуб, не? А, На трызуб. украинский, Украінскі, так, конечно. украінскі знак тут. След, глядзіце, і жовта-блакітны колер. А гэта Акадэмія кіравання Рэспублікі Беларусь Пры прэзідэнце. Дзіма, ну давай паглядзім, ці Не. можна знайсці тут. Миша, ну, вот, давай. ну хмель. Хмель, як бы хмель, да? Да. Но при определенном расстановке, и вообще-то это лабиринт мог бы быть. Но это же свастика тоже чистая. Тоже свастика. Чистейшая. Оно, Тоже свастика это что? Они же в Германии как бы сделали, да? Пиво. После Индии. Да. И пиво автоматически становится немецким. Слухай, а вось гэта губопік. Як, Ну, я што не це знаю, за знак? тут намешано, тут... Ну, змея, ну, напэўна ж... А, Это- паглядзі, а што гэта за траўкі па баках? По боках это да, это А какие-то... што это похоже за на эти траўкі? вот, да. Можа, гэта забаронены нейкія траўкі? Карацей, паважаныя гледачы, калі вы бачыце у беларускай сімволікі нейкія там нацысцкія ці сатанісцкія сімвалы, калі ласка, пішыце нам у каментарах, каму гэта, канешне, бяспечна. Раскрыем таямніцу беларускіх тавараў. И знаков. Тему дзіўных назоў, знакаў, нечага рэбуснага мы працягваем. Таму новы билборд Літбір. Літбір гэта лідскае піва. Вось, давайте паглядзім. У Мінску знайшлі ці дзе у беларускім горадзе нейкім. Калі ласка, дарагі сябры, чытайце, рашайце гэты рэбус. Вось. У команде Литбира, хутчэй за ўсё, новые креативщики, которые... Ну, во-первых, это красиво. Я дням... Как говорится, я слепила из того, что было. Я вот думаю, ну там же пару полосок таких, наверное, напэўна, было, так? Им было треба составить слово. Ну, не Слухай, справились зараз же хлопцы. шмат расіянцаў прыязджае ў Беларусь. И что? У іх мозг взорвецца. Я дням Ну, родины. так мы думали, что белорусский язык понятный. Знаешь, у кого мозг зарвецца? У ИИ, перакладчика. Яны будуць гэта здымаць, Да. каб ён пераклаў. А ён будзе А ён перакладаць? перакладзе «едьте додому». Вось так ён перакладзе. Валіце, да. Валіце. Чемодан, базар вокзалова. Міцер, ты вельмі добра ўзгадаў, што беларусам зараз як бы нельга скардзіцца. Вообще нельзя. Але Дзяржпагранкамітэт у ТРЭЦ ці ў ТРОНС Трёнс. У іх есть трёнс? заклікаў карыстальнікаў задаваць пытанні, то бок О, скардзіцца. я думаю, что там... Так, і беларусы пачалі пытацца не пра штосьці, не пра тое, што там ці можна кілбасу там правесці, а пра допыты на мяжэ. Ну, это одно І пра питание. шмат іншае. Вось хочацца зачытаць некалькі каментараў, які былі. Калі спыняцца допыты на мяжы? Людзі баяцца ездзіць. Ну, праўда ж. Можна пытанне, чаму мяне праз раз выклікаюць на так званыя гутаркі і як можна пазбегнуць гэтай працэдуры? Дарэчы, Дзіма, як ты пазбегаў? Не ездить просто. А чего вы ездите? А чего вы ездите? Вы же знаете, что там... По-перше, Дзяржпагранкамітэт ничего не вырашае. Тыя, хто дапытваецца, это ГБшники. Яны там сядзяць, яны ўсім запраўляюць. Пагранічнікі, што яны сабаку вывели, документы проверили твои трусы, носки разные, и все. А дальше тебя просто ведут в кабинет, где... Поэтому не ездите. А чего вы ездите? Што яшчэ пішуць? Які закон дазваляе памежнікаў без санкцый пракурора правяраць асабістыя гаджеты грамадзян і затрымліваць за адмову іх разблакаваць? Ой, забыли, в какой краине живут уже. Начинается тут опять жаловаться. Там жалуются, тут жалуются. Рубрика «Рытарычскі вопрос». Ну, такие уже интересные. Паводле якога закону выклікаюць на гутаркі і правяраюць тэлефоны, якія меры прымяняюцца да супрацоўнікаў, што парушаюць заканадаўства і перарушаюць паўнамоцтва? Ну, Вам было сказано усатым ротом, у нас не до законов. Что еще вы хотите? Ну все уже ясно. В какой стране мы жили, живем и будем... і вельмі прадказальна, што Дзяржпагранкамітэт ніяк не адказвае на Ну, гэта. кони, в трёнсе не освоили трёнс. Трёнс завели трец, а вот как писать в нем не умеют. Ну, конечно, да.
хочется пожелать Держпотребкомитету все ж таки Вынять изо рта, что-то вынять сказать. кляп изо рта і адказаць урэшце людзям на гэтае вельмі вострае пытанне. Ого! А у нас тут и Юлиана. Юля, Юля. Рубрика «Светская Белоруссия» про самый смак белорусского бамонду, элиты. Так, і сёння у нас апошні выпуск сезона, крайні. Крайні. І гэта значыць, што час скінуць ці маскі. Але, як то кажуць, скінуць змогуць з сябе гэтыя маскі ў Беларусі не ўсе. Не. Як вы думаеце, хто не зможа? Не, Поцеловаться ни с кем ніколи себе маску. Ну гэта правда, хто яшчэ? Дед Бородет, не может скинуть. Ну, это были такие, да. ГТА. У нас судьи до сей поры у меня в масках судить людей. Меня судили так тоже. Серьезно? В маске и по этому, как его, которого сейчас нет. Ты мог судьи почти как поцеловаться. Давайте вас здзіўлю зараз сваім варыянтам. Я вам абяцаю. А кто там кричит? А зачем такая музыка? Ах, это у церкви играла музыка гэтая под час? Не, это, я думаю, наклали. Освящение этих ребят, господи. Помилуй. Слухай, Ну, мне кто Зих Омоновец? Это по-другое. Слухай, а чему этого хлопца, вот, который в маске, его одного брали? Одного. Все отказались. Он такие, «Мы обратно. боимся». Он говорит, а у меня, Чё от это меня так-то? дыма не идет у церкви, я пойду. Маску не здавайте. ну а чому святар без маски? Ну так. Чому ікони без маски? Ну, перамаляваць Треба усё. перамаляваць ікони. Ну, але калі сур'ёзна, калі гэта не рэклама сатанізму ў царкве, то я не знаю, што Ну, такое. ты что? Нельзя так говорить. Ну, слухайте, Язык отсохнет. з іншага боку атрымаецца, што яны не зусім такія тупыя. Не Ну, зусім. і дзякуй Богу разумеюць, што Богу паказваць свой твар нельга, нельга, бо да. пакарае. А то будет это, Ну, отповедно. І з іншага боку, яны, от, що падаецца, настолькі баязлівыя, што ўсюды ходзяць у гэтых масках. Нават, напэўна, іх жонкі не ведаюць, як яны выглядаюць, за каго яны замуж выходзілі. Они по глазам любят. Они меняют. Меняюцца. Да, это я твой муж. А в первую шлюбную ночь им, напевно, только это шарик выдают, як у БДСМ. Ну, Юлька, тебе видней. Да, расскажи нам все. Не знаю, может, Всё? Мишка? Наручники и это Ну, як Слухайте, а вы памятаете ты Отродьте. скандаліще тут з панк-молебном гэтых пусірай? Пусирает так. Так это ж вельми подобно. Это пуси... Это Амон-Ра. Амон-Ра. Да. Амон-Ра. Но здесь богоугодное. Богоугодное, так. Да. Так, тут дозволяется. Там девки кричали, им, во-первых, в церковь нельзя ходить так, в таком виде. Во-первых, Мужчинам это можно в мужчинам Беларуси. можно все. Особливо в маске. Добра, цяпер. А тых, у каго IQ 2. Мы перейдем до того, у кого 2 песни за всю карьеру. Ой, Ну, конечно же, Саша Господи, Солодуха. боже мой, И он милая. вышел, я вам кажу, на новый уровень. Давайте поглядим. Не, подожди. Это не Солодуха, знаешь почему? Потому что микрофон не подключен. Припев самый шел. А что у него земля под ногами дыбится? Не А еще на стульчик не становится. Табуреточку же любит. А зараз женщину выведи из зала в пиджачку какой-нибудь такой. Крути, крути, гуся. Ты крути, крути, гуся. Та-та-та. Ты крути, 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 гуся. А, это інше. Виноград. Не, слухайте, Слухай, не. да. Это Трэш. Это трэш, але ну атрымоўваецца новую песню ён напісаць не можа запісаць, а цалкам вось гэты промпт у ІІ гэта лёгка. Ну, Канье Вест это ж Так, хотел, так. Ну ведаеце, улады ж Беларусі абяцалі прынізіць Запад. Ну, я думаю, что такого принижения Канье Уэст я еще не бачу. Это вообще сегрегация какая-то получается, это дискриминация по расовому признаку. Ну, Первого Канье Уэста заставили петь неизвестную песню, попсовую. там где Он же рэпер. Sweet Vinaigrette. Я думаю, что просто Солодуха, ён альжбаваў свой твар і прадаў. Ведаеце такого блогера у ТикТоку, які ось так робіць? Цёмнаскурых такі хлопчик. Вось,
Там, где зреет виноград, Солодуха так зеленый само виноград. продав просто свой твар, свої дві пісні. Зараз ми будемо його бачити в усіляких виглядах. Упевнена. У меня есть история для вас, шиковная. Про Солодуху. У 2014 году у яго був концерт у Мінськ-арені. А перший і апошній, напевно. І мені сябри знайшли квитки по 0 рублів. То бок їх роздавали безкоштовно, і ми вирішили пойти. І я зробила собі таку майку. О, до речі, «Take it easy guy». Солодуху. І пішла на Юлька, концерт. это ты? Ну, Тільки це не, це это ж... граффити, это уже після було. Я пішла на Мінськ-арену. А, во, Мінськ-арена. Мінськ-арена. І я заводила, я була там аніматором, безкоштовно. Яны мене слухалися, я заводила всю эту Мінськ-арену, і після мені написав, ну, безумовно, Солодуха мене зауважив, це було немагчыма не зауважити, і після мені написав його басіст, ці гітарист, я вже не пам'ятаю, що я їм Тебе так написал басист Газманова. що їм так сподобалося, що вони хочуть запросити мене, ну, продвигати його, допомагати. Ну, Я відмовилася. Аніматором. Блін, зараз... Аніматором попрацювати. Зараз була б як це подтанцовш Виноградинкой. Буланової. Виноградинкой бы прыгала. В костюме винограда А так, попрыгалась. ну, где, ну, Где ты сейчас и где он? Где он? Ой. Видишь, он на дымящейся А земле могла выступает. бы женой очередной какой-нибудь тоже стать, например? Как тебе такая перспектива? Жена Солодухи. А? все, Юля, Солодуха! просрала. Своє щастя! Але ну, я протягую його піарити безкоштовно. Льос таки, напевно. Крест, это твой крест. Саша, ти мой крест, я несу тебе. Саша, ти крест! Крест на тебе ставлю. Але я вам так скажу, дуэт Солодухи і Кані Уэста – это не галоўная музычная падзея ў Беларусі. Натуральна, што Главное, что дуэт. падзея ў Беларусі у нас не на сцэне, а ў кароўніку. Что? І, Звычайна, конечно, не ты са што? спеваком, а з гледачамі. Давайте паглядзім. Боже мой. Beautiful country. Yeah. गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल. Опустить, положить, выровнять, окультурить, обезглавить, обоссать и сжечь. По-моему, Это про три кого слова сейчас, новых Свет? каких-то добавила. На кого кажешь? Ты караю таким, повинен был Слухай, ну, отказать. мы Вони да- кажуть, не пали, не пали, не пали. Мы давно не были в Беларуси. Мы- Все змянилось, бачите. Ну, Бачите, какие ребята працують зі коровник. Да, и поют эти антикурительные песни. Не пали. Не пали. Ну, а про що я не можу співати? Що я не співаю там? Не карай, не пали, караю. Ну, зарплата докладного не просит, потому что там нормально платят, если говоря. Коровниках? Нормально платят им, которые приехавшие, говоря с новин, да. Вот. Просят не палить Ну. втроем. Білорусів не засталося, напевно. Щас. Альбо білоруси так пакистанілися, ці, аби... Неважно, шри-ланкийцы. Ну, але співають з душою. Это видно. это Альбо видно. за дишкою. Да. Но вот Караев их с душой не слушаю. Не Даже не знаю, что... Там, напевно, навіть не пісня головна така, а його твари. І він так глядить на їх, быцем би... А ему, знаешь, ему что этих протестантов, протестующих лупить таким Что же тваром? протестантов? Что этих слухать? У него одно лицо. Одно лицо так. Твар. Один твар. Як ти казала про маски, і он маску ніколи не здимить. Хоча і он подобно трошки на, это, на Фантомаса. Так. Ну, может быть, я кажу коль-небудь такое, а на самом деле я? И кто там? Не, там, не пали. Да. Такое же. До речі, білоруська футболістка вийшла на узнагародження у Турції під пісню Анжеліки Гурбаш, яка заборонена. Заборонена? Мы не Да. будем слушать, нам нельзя слушать такое. А-а-а! О, А класс. о. Ти-ти-ри-ти-ти-ти. Эх, ребят. Ех, ребята! Ось як душа розворочується під заборонених виконавців, а? Одразу хочеться танчить, Співать, А так. пам'ятаєш слово цієї пісні, ні? Так. Чистая, світлая. Там же куплет. А, як там? Як починалося? Где аромат медовых фесковых трав. Ну, а покуль
Юлю накриває пісня Анжеліки Курбаш, вона не може спинитися, вона співає її. І Діма так само. Ми розвітуємо з вами, дорогі наші глядачі. Провідуємося до нового сезону, у яким у нас буде трошки більше глузду в головах. І будемо також з вами жартувати. Правильно, будемо жартувати? Лишь за тебя я молюсь! До побачення! До побачення, дорогенькі! До зустрічі!